Творящая виск. Именно так переводится с якутского языка псевдоним талантливого музыканта-импровизатора, этно-джаз-рок-певицы и талантливой самобытной актрисы Валентины Романовой. Чискыры узнали далеко за пределами республики и страны еще до триумфальной роли в «Пугало». Она известна как музыкант-импровизатор. Ее успели узнать и полюбить слушатели европейских стран, Америки и Африки. И сегодня мы поговорим с Валентиной Романовой Чискырой о творчестве и успехах, вспомним панковскую юность и обсудим фильм «Пугало». Добрый день, Валентина. Добрый. Как раз вчера пересматривала «Пугало» и сразу же вспомнился фильм «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера и роль Бьорк. Наверное, сравнивали уже? При мне нет. Но мы, наверное, похожи в творческой жизни. Поэтому, наверное, многие так подумали. Вообще нравится она тебе? Да, мне нравится. Я хотела бы с ней поимпровизировать в будущем. Ну, посмотрим. Ну, кстати, да, почему бы и нет? Ты ведь выступаешь за границей, в Англии, поэтому вполне возможно, что вы с Бьорк можете встретиться на одной сцене. Ну, если судьба встретится в творческой жизни, конечно, встретимся. А кроме Бьорк, кто тебе интересен из исполнителей, из музыкантов, близок и почему? Ну, мне нравится Инна Желанная, певица. Да. Ну, такая этническая певица. Она тоже работает над экспериментальной музыкой. И я бы хотела бы с ней тоже познакомиться поближе. Ну, вы ведь знакомы, она на Табык приезжала? Да, но близко нет. Даже, по-моему, и импровизировали? Не импровизировали, а просто вместе выступали. Она свою программу, я свою программу. То есть ты себя все-таки больше относишь именно к жанру этно? Ну да, потому что это корни, это энергетика, и для меня близка вот это направление музыки. А когда ты поняла, что вот творчество – это и есть твой путь? Я уже родилась творческим человеком, и с детства у меня сельский клуб – это как второй дом был для меня. И семья у меня творческая, сестры очень творческие люди, и брат тоже творческий человек. Отец был творческим человеком, понимаешь? Поэтому я вот выросла в такой среде, что мы всегда собираемся и вот весело проводим. Это в Чоропче? Да, Чоропчинский район, село Мандагай. Мандагай. Я, насколько понимаю, ты сначала начала петь и выступать, а потом уже поступила учиться. Да, ну я в сельских клубах выступала. А потом я искала себя тоже. Разные пути были. Потом я нашла свой путь. Верно, я пошла этномузыке. То когда ты появилась только на сцене, ты была уже готовая. То есть вот эти вот голосовые модуляции странные, импровизация. Неужели это было с детства? Да, получается так. В моем репертуаре были детские песни. Не дай бог, Советский Союз же. Потом стала я сумасшествием заниматься. Вот когда это произошло? Когда ты вот в первый раз вышла и начала? В 96-м году, когда я закончила колледж культуры и искусств, эстрадное отделение. И я встретилась со своими друзьями-музыкантами, и мы стали экспериментировать. Ну вот, нашли как-то общий язык в музыке. И у нас триумфальное выступление было
Табык 98. Первый дебют и первый успех. Да-да-да, и там же был твой первый клип на этом табыке, который снял Сергей Потапов. Это ведь тогда был шок, сцена изнасилования. Да, Потапов снял. Меня столько ругали вообще. Сказали, все, запретный клип после этого. Только жижигов. Мы же с Сергеем Панки уже, мы с 93-го года знакомы. В колледже он учились, а он режиссерской учился или актерской? Актерской учился. А я училась в эстрадной. Ну, вот как-то нашли друг друга. А давай сделаем такой скандальный клип. Ну, давай. Самое сложное, мне кажется, у нас в республике, в городе, это провинциальное сознание очень сильно мешает. И первый у нас якутский клип, вот этот мой клип и Сережа, который мне поставил, это же удар, шок. Ну, в свое время это скандал, а сейчас увидишь, это что такое под простыней. На самом деле все надо натурально показать. Мы хотели без простыней. Без простыни. То есть это еще и мягкая версия Да, была. мягкая. И то все чуть с ума не сошли. Это мягко. Но на самом деле это там подтекст есть. Вот, души снасильничали, понимаешь? Душу, чистую душу. Они изнасилованы перед экраном. А вообще никто не понимает, что такие вещи. Они все видят в лоб, да? На самом деле было девственную, чистую душу испортили. И тогда Артемий Троицкий приезжал и хотел с нами поработать, общаться, но я уже носила дочку под сердцем. Поэтому я что-то не хотела такой жизни, дочка в утробе. Я хотела спокойной жизни, чтобы она родилась спокойная и эмоциональная, сдержанная была. И поэтому у меня немножко перерывчик был. А дочка твоя сейчас творчеством занимается? Но она ищет себя, такой возраст, очень прекрасный возраст. Можно много ошибок сделать, а потом исправлять. Еще дальше себе искать и найти, понимаешь? Бонусы есть. А чего бы ты для нее хотела, как мать? Конечно, я хотела, чтобы она нашла свой путь. Это в первую очередь. Чтобы она пришла на работу с радостью. И домой ушла с радостью, потому что любимый человек живет. И все, больше не надо. Потому что я на работу с радостью приходила и обратно возвращалась тоже к любимому человеку, к любимому мужу. Торопилась. И поэтому я счастливый человек, я познала любовь. Я соболезную твоей утрате. Не хочешь, не отвечай, сложный вопрос, да, но вот как ты нашла в себе силы жить дальше? Знаете, почему мне не трудно было? Потому что он был очень светлым, хорошим человеком был. Он всегда хотел мне, чтобы у меня все было хорошо. He'll look at me and smile. I'll understand. In a little while, he'll take my hand. And so it seems absurd. I know we both wanna say, yeah. И чтобы его отпустить, да, в другом мире же он родится, наверное, да, отпустить. И любовь тут держать. Если я не отпущу, он же ни туда, ни сюда же. Ну, конечно, душевные были сложности в душе, без него там сложно. Конечно, не сотрешь все это, вспоминания, все везде есть, все о нем напоминает. Контролирую. Больше себя хочу контролировать. И
Работа, наверное, тоже помогает отвлекаться. Да, это любимое дело мое. И вот помогает. И дочка помогает. Все помогают мне. А ты чувствуешь, что мир тебя ведет и поддерживает? Да, чувствую. Потому что а, без поддержки, без понимания это уже сложно. В депрессию ушла бы. А депрессия чревата. Ну, какое-то время я уходила, но все равно держала и вот пришла в себе. Это было после операции моей. Я в онкологии лежала. Ну вот. Врачи были очень внимательные, и хирург очень хорошо сделала мне операцию. Здесь, в Якутске? Да. Только у себя на родине делать надо. Другой город, в другую страну не надо ехать. Силу дает это родная земля. Когда ты выступаешь вживую, ты в буквальном смысле уходишь в транс. А вот что это такое? Это выплеск энергии или ты себя чувствуешь проводником в это время между собой и чем-то высшим? Что с тобой происходит? Можно это объяснить как-то? Я люблю экспериментировать, соединять разные направления музыки в этнокультуру, в этнической музыке. И тогда начинает приобретать новую форму. Свежее становится, что ли, ярче становится. Ну, я пою, там любимые мои песни есть, которые в репертуаре, в театре, которые выступают, там в спектаклях, там все. Есть, я пою это, исполняю. Сложную музыку там не исполнишь. Потому что должно быть блестящее, такое, все должно быть красиво, там все упаковано, коробочки. Эстрада такая. Как конфеты. Да, как конфета. А внутри такая конфетка вкусная. Ну, нет, это не получается, но редко есть песни хорошие. Зато у тебя конфеты, как у Фореста Гампа. Никогда не знаешь, что внутри. Может оказаться лакрица, а может и сладенький джем. Не формат я. Не формат. Но не форматом быть очень сложно, потому что аудитория маленькая. А никогда не было соблазна под формат подстроиться? Не было. Откуда я? Я же панк. Панк 90-х годов. Я очень свободный человек, поэтому никак меня туда не сунешь. Думаю, что я в правильном пути, я пошла и до сих пор иду. А как реагируют за границей на твои выступления? Даже они без перевода чувствуют и воспринимают. Говорят, что это вообще вселенная.
границы музыкантов не могу брать, потому что очень дорого, там все сложно. Фестиваль обычно только сессионные музыканты предоставляет мне. А вот этими музыкантами я вообще ни разу не занималась. Они меня не знают, я их не знаю. И прямо на сцене мы начинаем жить. Познавать друг друга, там, пощупать друг друга. И начинается вот совсем, в общем, другая энергетика, чем в студийной работе. В студии ты уже как сглажен, это все нормально, да, а тут шероховатости нет, и с помощью шероховатости глубже становится песня. И которые приходят люди и спрашивают: вы сколько играете вместе? Ну, вот сейчас только. Потому что лидер концерта — это я. Я должна управлять музыкантами. А не они. Они мои только крылья мои. Они меня поддержать должны, чтобы я полетела далеко. И они чувствуют мою энергетику, и они начинают вести подобающе. Это слушать надо. Это очень интересный подход к творчеству. То есть у тебя никогда не было мысли куда-нибудь переехать из Якутии? Нет. А так вот, ну, страны повидать тоже хорошо. Распространять свою культуру, мою культуру, да, народа Саха. Глубокая культура. И такая культура древняя. Я всегда беру архаичные произведения. Очень древний язык же у нас, поэтому я стараюсь выбрать такие произведения и начинаю над каждым словом работать. В каждом слове есть своя атмосфера, форма есть, температура есть, даже окрас имеет, а еще и ритм есть в каждом слове. Но одно слово спеть можно вот этой песне, импровизационной песне, по-другому. Может другой рисунок выйти, да? Другой песне по-другому выйдет рисунок. Поэтому я приобретаю еще глубокую энергетику. И это, как мне кажется, выступление как творческая лаборатория. Ты недавно записала диск. Расскажи, пожалуйста. Перед пандемией Миша Мальцев отправил мне винилку. С другой стороны, кому вот сейчас, почему, зачем винил? Все возвращается обратно. Звук винилки совсем другой, чем в цифровом диске. Винилки — это, знаешь что, это добротная вещь для творческого человека. Сколько со времен Советского Союза не выпускали винилки, а сейчас стали выпускать. И уже этой винилки есть фан-клуб свой. В Японии есть, в Америке есть, в Великобритании, в Европе есть. Так что мы хотели тур сделать, но закрыли границы все. Вот у меня всегда так. Популярность, когда очень сложное время приходит. Или когда в пике хорошее время, у меня вообще тишина. У меня всегда так. Поэтому не побалует меня жизнь. Никогда меня по головке не гладил в действительности. Ну, сейчас винил для музыкантов — это как пленка для кино. Это супер фильм, дорогой фильм. Ну и винил тоже такой. Да, тоже дорогой. Дорогая пластинка. Дорогая пластинка, знак качества. Угу. И спасибо Михаилу, что он меня поддерживает до сих пор. И мы в творческом тандеме мы хотим еще творить. У вас с Мальцевым многолетняя дружба, вы ведь были знакомы еще до того, как он уехал в Англию.
и продолжаете общаться. Как так получилось? Он хорошо знал моего супруга, и они близки, как друзья и единомышленники. Ну, Миша, как настоящий патриот, всегда старался пропагандировать якутскую музыку у себя на BBC, но получилось только с тобой. Почему так? Не, почему Степани, да и Борисовой тоже она работает, тоже скоро выпустит винилку, наверное. У него в планах был. Ну, вот, да, действительно, вот с нами он только, с Степанидой и со мной. Очень деликатно относится вот к такой экспериментальной музыке, и какие-то чудаковатые мысли есть. Если меня выбрал, я же немножко чудаковатая. Ты сейчас не скучаешь иногда вот по тем временам, по Табыку? Конечно, скучаю. Ну, знаете, что Табык должен быть. Вот такие фестивали должны быть у нас. Масштабные. Даже международный фестиваль должны быть. Потому что для развития музыкантов, авторских исполнителей. Çalbağa gedək, çalbağa söz, çalbağa sığaq, çalbağa roz, çalbağa yecərə sox, çərənilə illi, çalbalana duran, cımat ıstanılır, çaskıya duran, çağarıb qordun çalar, yanqala, cava! Ага. Но все в жизни вопросы решают толстые боссы. Когда люди там их подсос не просыхает битос. Горят школы с детьми, маньяки ходят по городу. Нам нечего бояться, но у власти так кто? Поджигая бараки, там строя универмаги. Вы не подымете город, а в нем потонете сами. Образование получают богатые. С разбитыми головами приезжают солдаты. Экспериментальная музыка обязательно. Потому что раньше не было кабаков. Это, с одной стороны, плюс, потому что музыканты свое делали. А сейчас много кабаков, которые каверы только предпочитают. Кавер-программу. И музыкант начинает кабачником становиться. Это очень большой минус для творческого человека. Он не свое играет, а другое. И даже не просто чужое, а то, что людям хочется, которые пришли выпить и отдохнуть. Ну, что делать там? Выжить надо, выживать надо. Тем более сейчас очень сложные времена. Но я их понимаю, конечно. Но, с одной стороны, хотела бы, чтобы фестивали были авторские и экспериментальные фестивали были, чтобы они как музыканты расцвелись и раскрылись. Я надеюсь, Табык будет через год, через 2 года. Думаешь? Надеюсь. Ну вот тогда был такой, ну реально взлет якутской музыки. И Троицкий, и Лепницкий, царство ему небесное. Жалко очень. Александром мы очень близко были знакомы. Как всегда в Москве мы встречались, там я интервью давала ему. Здравствуйте, в эфире программа «Содержание» на радиостанции Финам ФМ 99.6. И сегодня у вашего ведущего Александра Лепницкого опять неожиданные гости. Современная музыка народа Саха. Да? Или, может быть, Валя, ты как-то по-другому сможешь своими словами описать, какую музыку, какую культуру ты представляешь? Какое место занимает якутская музыка сегодня и в твоей жизни, и, собственно, в мире? Это гены. Безусловно, гены. Так как я женщина Саха, народа Саха. Даңатағы титкілігін құрудық, бәкір қара түн, бәрие үйеменің кәлін, бәрие үйеменің кәлін. Атырыжық анағын таңдары тұппыт күрдік, таңғы қара тарбақтарына қоңырдай дуапсын тұмалын. Тастарағай кәте қары, тастарағай кәте қары, таңнары тайылана,
түспүт алтан манят курдук. Алагаракан күнмені, алагаракан күнмені. Кылса халуар катыттан тордела, суас кудукта була харбан, аладнар алтала хатыра, ос кудук сөргестен сатырын кудук бор, мажага хаям булага. Кахсыны кәнне гәрекісті анняна кәстелері. Ну вот смотри, тогда был взлет якутской рок-музыки, гремели на весь Союз наши музыканты. А сейчас подобный взлет якутское кино. Вот ты не думаешь, что лет через 10 этот кинобум тоже уйдет в прошлое? Всегда так бывает. Потому что даже империи разрушаются. И жизнь человека тоже так же. Ну, это же все живое же. Энергетика. Ну, мне хотелось бы за это время, да, за промежуток этого времени еще больше работали. Работал наш кинематограф, чтобы якутский кинематограф блистал. Просто говорят, что не упускай свое время, да? Не упускай. Вот. И это время настал. Сейчас в шоке от якутского кинематографа. Это же здорово. Но я еще ощутила вкус. Это вообще прекрасно. Я получас лепту внесла тоже. Фильм Дмитрия Давыдова. Пугало. Если вернуться к фильму, я не сразу заметила, что у главной героини нету имени. Так и должно быть, потому что таких одаренных людей такого определенного имени нету. Мы обращаемся Эджи, Эвтерубай, да, Карджагас, да, так вот. Вот, когда смотришь фильм, нет никаких сомнений, что роль написана полностью и специально под тебя. Как так получилось? Ну, когда Дмитрий мне дал сценарий и видеоматериал примерный, да, я почувствовала, это мое. И он точку угадал, что мать Пугалы — это я. Ребеночек, ребеночек. 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 А ты чувствуешь связь между собой и героиней Пугала? Да, я чувствовала тогда. Я сразу согласилась. Поражает, что ты не боишься быть в кадре некрасивой и по-настоящему живешь в кадре. Дело в том, что проект выбирает может выбрать даже не профессионала или профессионала, а этот проект сам выбирает. Это тоже судьба же, линия судьбы, да? Да. Угу. И тут нет ограничений, что это профессионал или не профессионал. Но я уже 25 лет работаю в театре эстрады. Я училась и актерскому мастерству училась, и сценическому речи тоже. Но я же уже 25 лет на профессиональной сцене. Это же о чем-то говорит. А что ты привнесла в образ Пугала от себя лично? От себя импровизацию. Я не зубрила сценарий, как-то само выходило. Потому что если человек не импровизатор, тогда он не может играть эту роль. И я никогда не ходила там, перед съемкой фильма «Пугало», я не обращалась к сильным людям и консультации не брала. Поэтому чисто вот импровизационно вышло. Поэтому так жизненно сыграно было. Ну, знаешь, слава богу, я вот образ Пугала снимала, одевала, снимала, одевала. Ага, Угу. как костюм. Да. Ходила и... Да, потому что если бы я не снимала бы, я с ума сошла бы. Да, действительно, на бикрень пошла бы. Моя жизнь на бикрень. И так сложности были, мой муж болел.
тогда. Поэтому я легко снимала и одевала, потому что я же импровизатор. И это мне очень помогло. А обряды кто придумал? Ну, я знаю обряды, но я специально дала поле импровизации, чтобы было естественно. Понимаешь? Если я зациклилась бы на какой-нибудь обряд или что-то там, да, в фильме, это уже было неестественно. Конечно, после съемки и перед съемкой мы обряды делали. Я делала обряды, там, кормила там духа, с уважением отнеслись, потому что сложный фильм, энергетический, и поэтому во время съемок такого сложного момента не было у нас. Мы точно уложились по графику, и мы очень даже дружно работали, как одна семья, как один организм. Говорят, что вообще вот роли таких людей, шаманов, да, там, целителей, знахарей, они очень трудно даются, и прежде всего, ну вот самому артисту, да. Помнишь, вот в группе Чулбон был Никифор, выступал в костюме шамана, он практически камлал на сцене, и потом рано трагически ушел. Ты не боишься играть такие роли? Нет. Творчество — это совсем другое, а судьба — это совсем другое. Понимаете? Не надо тут переплетать, и вот, чтобы надо. Ой, ты неправильно поступила, что и сыграла так. Нельзя, потому что это другой жизнь, другой мир. Понимаешь? Не надо тут соприкасать вот этих двух миров, понимаешь? Если бы я от всего боялась, я вообще ничего не делала бы. У меня же тяжелые энергетические песни. Я пела бы такие легкие песни, понимаешь? Если ты до конца идешь, да, выбрал путь и до конца идешь, тогда я думаю, что наоборот будет помогать. Если ты боишься, лучше не делай ничего, не возьмись. А какое чувство у тебя было? Можешь вспомнить, когда объявили, что фильм получил гран-при, и у тебя лучшая женская роль? Я же вообще не думала же. Просто мы думали, что мы возьмем премию кинокритиков. А вдруг там лучшая женская роль. Я говорю, Наталья, ты возьмешь. Павленковой мы так подружились. Она главную роль играла в фильме «Конференция». И вот уже когда стали объявлять, я сказала, Наталья, это ты. Она говорит, нет, это ты. И мне Валентина Роман. Ой, это что такое? Ладно, у меня с походкой еще смелее стало все. Мне такой уже нет уже. Приз за лучшую женскую роль получила Валентина Романова-Ческырай, сыгравшая знахарку в «Пугале». Это дебют в кино певицы и заслуженной артистки Республики Саха. Я вот сейчас открываюсь как творческий человек, новую дверь открыла я себе. И там дорожка есть. Пошла, и все время я хотела, чтобы я спеть хотела. Прямо. И до вручения приза мне, шарика, мне не разрешали петь. Но я и воспользовалась же. Моментом. Ну, я сказала, что действительно Якутия — это вообще молодец, супер. Наш кинематограф, это всех команду поздравила, там спасибо, благодарность, махтал. Но мне что-то не хватает. А тут мне не разрешают петь на сцене. Как? Пой, ты же королева, пой. Валентина Романова, исполнительница главной роли на расхват. Эти несколько дней в Москве у нее расписаны по минутам. Впереди интервью и встречи с журналистами, продюсерами, зрителями. А пока она в ожидании премьеры в столице, чтобы увидеть себя на одном из самых больших экранов в стране. Я вообще-то не люблю себя со стороны смотреть и слушать себя вообще. Ну, и посмотрела в кинотавре, ну, ничего, оказывается. Ну, ничего себе, детка. Ну, я пела. Ну, я могла до утра петь. А, кстати, почему в фильме нету песни твоей? Ну, мы планировали саундтрек. Мой саундтрек. Даже выбрали там все. Ну, знаешь что, проект сам выбирает саундтрек.
Саундтрек не должен преобладать, а просто помогающий должен быть. Саундтрек есть, классный саундтрек. Он хотел сначала хомус, а я сказала, нет, хомус убери, Крымпу поставь. А, то есть с Крымпа это тоже твоя идея? Да, Крымпа. Хомус это сбитый у всех есть, а вот Крымпа вот, плачевный, такой душевный, этот инструмент подойдет к фильму. И саундтрек тоже Крымпа был. Все ждали, я тоже надеялась саундтрек спеть. Проект сам выбирает свою музыку, подпускает. Это же живой организм, понимаешь? Но знаете, что у меня моноспектакль же есть, Александр Федигеров поставил «Лечу». Там тоже драма, и «Пугали» тоже драма. Я была знакома драмой, поэтому близко было, мне кажется. Я сочиняла вообще мелодию определенную под энергетики моноспектакля. Этот музыкальный спектакль, основные песни, мелодии мои и произведение Корсунах. Она моя наставница. Она мне очень помогла раскрыться. И у меня же у каждого человека есть наставники, да? Андриан Егоров, мой муж, вот Лена Корсунах, да? И Галина Михайловна Кривошапка. Вот, они мои наставники. И Юрий Егорович Платонов, мой учитель. Я же привожу в пример же моноспектакль, многие песни мои, мелодии не вошли. Я специально сочиняла мелодии. То есть на каком-то этапе поняли, что вот там песня, она бы, как-то перетянула внимание бы или что-то? Но саундтрек не должен, просто должен помогать. Формам, атмосферой должен. Конечно, зависит от саундтрека все. А у тебя слишком сильно получилось? Тут энергетически, видать, не подошло. Я так думаю, энергетически. Потому что энергетика фильма совсем другая. Философия фильма совсем другая. Когда к тебе пришло это имя Чискырой? Помнишь, я тебе рассказывала Елену Слепцову-Корсунах, поэтессу, да? Она моя наставница и как сестра, творческая сестра, да? Она для меня первый концерт сольный поставила. «Кемкелле» называется. Это мы делали в 2001 году. Я же так и взяла публику визгом своим, да? Чискыр — это визг. Визжащий, да? Или визг «Взлетай и твори». Божественный голос «Лети и твори». Можно так подумать. Чискыр — ай. Чискырай. Чискырай. А потом я полетела. То есть все-таки вовремя взятое имя, оно влияет, да? Я всегда советую молодым творческим людям, не надо торопиться. Псевдоним приходит в свое время. Не надо торопиться и не надо ждать. А псевдоним могут тебя съесть, да? или будет тянуть тебя назад. А тут псевдоним должен подходить, и чтобы будущее тебе было. И твоя энергетика совпадала. Вот. Если большое имя возьмешь, да, и у тебя энергетики не хватает, понимаешь, не потянешь псевдоним свой, понимаешь, и судьбы у них там сложные бывают, тяжелые судьбы. Поэтому псевдоним — это очень серьезно подходить надо к псевдониму. А ты никогда не думала имя вообще в паспорте поменять? Нет. Потому что я своих родителей очень уважаю. И все-таки разделяешь, вот, где Чискыра, а где Валя Романова? Да, разделяю. Валентина Николаевна — это мастер. Чискыра — это бренд. Дуня — это простодушная девушка из деревни, простодушка. В сериале Дуня играла же. Аспет-Аспетантон. И вот две женщины, Дуня и Чискыра, они не могут уживаться. Чискыра это себе пугало выбрала, потому что у Дуни фанат-клуб появился. Они же конкурируют же между собой. В одном теле и Валентина Николаевна родилась для балансировки.
Круто. Сейчас у тебя новый проект «Стуяр и Алас», медитативные практики, пение. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Я уже работала «Куяр и Жета», это песни Вселенной, да? Энергетические песни. Звукоизвлечение, не напрягая голосовых связок. Мгм. И оттуда пошло «Куяр и Жета». И я еще мастер-классы даю же. Я преподаю вокал, развивая голосовые регистры, укрепляя связки, ставлю дыхание, и они пользуются при пении правильное дыхание. Иммерсивный проект. В общем, люди лежат босиком и чувствуют энергетику моих песен. Сейчас очень сложно людям жить в системе. Мы этот проект специально даже не придумали, объединились для душевного покоя, для душевного лечения, эко-мыслей, эко-звука. Ну почему бы нет? Я же люблю коллабы. Экология тела, все идет. В этом проекте есть. Катюрка проект. Да? Катюрка. Это совсем маленький ребенок, зародыш, которому мы начинаем вот так. И надеемся, наш ребенок тоже полетит, Катюрка, полетим, да? То есть, получается, ты про свои крылья говорила, а тут ты людям даешь крылья. Ну, надеюсь, не зря живем в этой жизни, и не зря встречаемся и объединяемся. Я должна очень много, еще не успела ничего, я только начинаю жить. И поэтому для меня это новая книга. Я должна еще писать эту книгу. В буквальном смысле будешь книгу писать? Ну, 50 лет, чтобы у меня бонус был. Тогда до 100 лет я должна жить. Поэтому надо себя держать в кулаке и идти вперед. Круто. Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам. Тебе спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.